Эфирде Бишкек Транзит. Таныш билиштерди анадыр бир деңгээлде куттуктоо максатында телефондорун издей баштадыңыз дейли. Бирок телефонун тапкан жоксуз. Эмне кылуу керек? Бул жөнүндө биздин келерки рубриканын биринчи сюжети. Демек, сиздердин назарыңыздарда айтмакчы рубрикасы Майрамдык саны менен. Наташа, сколько лет вы работаете? 7. Вам здесь не скучно? Нет, здесь наоборот очень весело работать. Попадаются абоненты такие, что просто невозможно скучать. Кто-то ругается, кто-то наоборот рассмешит, кто-то пожелает здоровья, кто-то наоборот нагрубит. Нет, здесь интересно работать. Скажите, вот у вас голоса по телефону слышны как какие-то металлические. Это вы специально вырабатываете или она так получается? Нет, просто он не металлический, просто у нас на время ответа дается 17 секунд. И за эти 17 секунд я должна найти справку и ответить быстро. Поэтому кажется, что металлический, а на самом деле нет. А если 17 секунд, ну допустим 20 секунд получилось, что случается? Ничего страшного. Просто, видите как, у нас полагается 17 секунд. Где-то справка меньше затрачивается секунд, где-то больше. И в итоге берется же средний и получается нормально, ничего страшного. У вас в день норма сколько справок дать? Норма у нас 720 абонентов должны мы обслужить. Но бывает, что больше, бывает, что меньше. В выходные дни мы меньше обслуживаем. А кто это все считает? Это считает, у нас счетчики есть. Ко мне выходят на пульт абоненты. На бригадирском столе есть счетчики. Они считают, сколько абонентов я обслужила. А от этого зарплата зависит? Вообще-то да. Чем больше я обслужу абонентов, тем мне идет больше процент, конечно. Чисто физически, вы сколько абонентов можете обслужить, если на износ работать? 1000 с лишним абонентов. У вас в памяти сколько телефонных телефонных номеров? Вообще, вы знаете, в принципе, очень много. Но сейчас они же без конца меняются. Сейчас мы на память большинство не даем, потому что каждый день у нас приходят изменения. И те телефоны, которые мы знали на память, они поменялись. А еще какие смешные моменты? Смешные? Ходят, спрашивают, когда родился, допустим, Ленин или еще Маяковский или что-нибудь такое, где похоронен Чаплин, спрашивают. Просто ради смеха. Иной раз они там спорят, у нас выходят, спрашивают справку какую-нибудь. А у вас бывали такие моменты, что по телефону, именно по справочному знакомились с вами, интересовались с вами? Да, знакомились. И какими людьми они оказывались? Лично я познакомилась по телефону, вышла замуж. Это когда было? Это было 10 лет тому назад. Давайте представим еще раз возможность, как это получилось. Вышел, спрашивает, справочный аэропортам у нас. Я ему ответила. Он: девушка, можно с вами познакомиться? Я говорю, по телефону не знакомлюсь. Ее подключила, он обратно вышел ко мне, попал ко мне. Обратно спросил, справочный аэропортам у нас. Я ему ответила. И так слово за слово, хотя нас за это ругают очень. Давайте так представим, что вы спите, и вас разбудили. Спросили какой-то номер. Сколько секунд понадобится, что вы вспомнили? Да, наверное, 2 секунды. Давайте, Наташа, с самого начала объясните мне, где что лежит, что я должен делать? На висячей картотеке находятся самые необходимые службы. Это справочные автовокзалов, железнодорожный вокзал, агентство Аэрофлота, аэропорт Манас. Потом идут нарсуды, милиция, то, что у нас часто спрашивают, адвокатура. Это самое наибольшее число, которое... Да, это справки, которые спрашивают очень часто. Там парикмахерские, поликлиники. Хорошо, давайте рискнем. С чего начать? Давайте. К вам выйдет абонент. Назовите свой личный номер. Какой у меня? Назовите мой личный номер. 14, да? Алло, говорите, 14 на связи. Да, 14. Московский указа, что ли? 28 39 49. Какой? Приемная? Как фамилия? Лисичев? Что спрашивает, какой организация? Стол справок приемная. Стол справок чего? 42 42. Стол справок.
Вот это. Вы слышите, да? 29, 27, 91.